Скажите, а вот духовная жизнь, вы же начинали ее в Грузии, да? Да, Грузии, да? да. А кто больше всего, как вот вы считаете, на вас повлиял вот из вот вашей духовной жизни? Естественно, преподобный Гавриил Ургебадзе. Да. Ну, расскажите немножко про ваших отношения к Да. нему. Я с ним познакомился, пришел вот в том храме, который он построил при коммунистах, когда все рушили храм, он в своем доме во дворе построил пятикомнатный храм, о котором говорил, кто мой дом не видел, тот не поймет меня, потому что там до той степени удивительно и чудно, и пространство все, не то, что вот на стенах есть иконы, как принято и так далее. Все пространство, везде до потолка иконы. Своими гирляндами разными, этими украшениями, тем более принесенные иконы со свалки собранные или откуда-то еще выброшенные. Они звали меня, Гавриил, я здесь, Матерь Божья говорила, говорит. Прихожу, свалочная машина, вдруг выпадает икона. Ловлю прямо. Если в этот миг я не был бы там, говорит, эту икону нигде я уже больше мог бы не найти. То есть он чудный человек, то есть от Бога человек, который с детства полюбил Христа, искал его, собрал деньги 70 рублей, купил на базаре именно на 70 рублей Евангелие, и после с этим Евангелием не расставался, и это письмо Господа, обращенное всем нам, и тогда именно лично Гавриилу, маленькому, он это усвоил и жизнь провел через вот, как будто он жил в первом веке с Господом. Когда он что-нибудь проповедовал, люди плакали, потому что чувствовали, что они у Христа на Голгофе стоят как будто. Если кто-то плакал в храме, помогите ему, он на Голгофе идет, говорит на какой-то женщине, допустим. То есть у него своя Голгофа сейчас, то есть плачет человек. Удивительно, необыкновенный просто он человек был. И все его хулили, не хвалили во всяком случае тогда, когда мы начинали хвалить его в душе. Сразу начинал так смирять себя. Или что-то сказал бы такого, что мы начали бы думать, что, ой, Господи, какой там святой, это может быть самый грешный человек. Вот так, как кошки-мышки с нами играл. Что мы его всенародно не начали хвалить при его жизни. А так один раз он мне так сказал. Когда он рассказывал о дурдоме, как его мучили, или как он жил, все смеялись. Он так рассказывал. Он великий актер был, да? Сам говорил о себе, что я самый лучший актер мира. И когда он Ильича, этот огромный портрет на 1 мая сжег, об этом тоже рассказывал, все смеялись. А отдельно мне сказал один раз, что, эх, Давид, сынок, если бы ты знал, как они меня мучили в дурдоме, чуть я не отошел от всего. Конечно, он и не отошел бы, но сказав это, не как Юра Зиви, этим дал понять, что он прожил очень тяжелую жизнь. Непростую. Да. Тем более, когда никто рядом с ним не был. Никто рядом с ним не был. Все против него были, почти. А мы, молодые, как-то просто интересовались его, потому что глаза любящие. Благодать веет от него с любви. Он так притягивал нас. Мы просто не могли, как с магнитом не может отойти вот это железо или что-нибудь. Мы тоже так были. Один раз, когда пришел к нему, был какой-то там очень интересное начало, развитие. Сейчас об этом, наверное, не будем рассказывать. Долгая история. В конце он сказал, пришел камень и встретил железо. Победил меня вот там, в этом диалоге он тогда, тот дзен. Скажите, Давид, а вот действительно часто бывает такое, что вот православие, говорят, это вот посты, молитвы, это покаяние, это что-то такое вот, ну, скажем так, не скорбное, но такое все строгое, какое-то вот, знаете, такое
А вот когда говорят о преподобном Гаврииле, всегда говорят о радости, да? Что вот вера не только приносит нам, ну, некие правила, которым мы придерживаемся, там, молитвенные правила, постные правила, да, воздержание, там, определенные дни и так далее, и так далее. На самом деле, ну вот, встретить подлинную радость, очень глубокую, искреннюю, это как раз именно тоже про православие, тоже про духовную жизнь, да? И вот это, наверное, отличало преподобного Гавриила, что вокруг него вот эта радость, она как бы Да, вот не очень утихала, радовал всех нас. да, и вот действительно во многом именно подлинная жизнь духовная, она как раз и жизнь радостная, ну и жизнь, которая благодарная жизнь, да, то есть мы на самом деле, вот одно из свойств тоже, да, мы говорим Евхаристия, литургия, наше главное таинство, но это же молитва благодарения. Как вы думаете, вот, а вообще благодарность в жизни, да, что она несет человеку? Потому что, опять-таки, вот, вы знаете, сейчас такое время удивительное. Чтобы устроиться на работу, нужно подать вот свои характеристики, как это сейчас называют, да, ну, вот. И там все пишут, какой я хороший, что я умею, что я закончил и так далее, и так далее. Мне кажется, не хватает одного. Нужно написать кому-то благодарен за то, что ты все это имеешь. Понимаете? На самом деле, конечно, ну, во-первых, есть такое понятие, как скромность, да, а второе то, что добродетель такая, а вторая это все-таки благодарность. Да, начиная от родителей наших, да, которые все-таки без них бы нас и не было совсем. Воля Божия, конечно, нужна, и душа человеку нужна, но и родители, которые приняли на этот свет нас, воспитали. Ну, вот это духовники, это люди, с которыми мы встречались, это иногда такие короткие встречи, но которые очень сильно влияют на нашу жизнь. Потому что, встречая человека, иногда он отвечает тебе на тот вопрос, который ты ему не задавал. Потому что это, так сказать, тебе Бог посылает человека, да, ты думал об этом, и вдруг ты услышал ответ. Да? Вот, поэтому действительно вот такие встречи бывают, но мне кажется, важно нам помнить о том, что эти встречи все-таки это не какая-то программа, а скорее дар. Да? Дар – это значит, что за дар мы должны благодарить. Да? И вот вместо благодарности, радости в вашей жизни, каково оно? Кому, скажем, вот если бы вы писали свою характеристику, да, как сейчас называют, вы бы написали, вот я актер, там, я вот считаю, что я состоялся, я занимаюсь тем, что я люблю, я делаю свое дело и так далее, но я хотел поблагодарить кого, в первую очередь, вот вы бы могли поблагодарить в своей жизни из людей, ну, которые вам кажется, ну, так сказать, больше всего повлияли на вас. Конечно, мы первую благодарность Богу даем, это понятно. Но а вот через людей как-то Бог помогал вам, что вот в вашей жизни важного было в этих встречах? Иногда бывает один человек, который меняет нашу жизнь. Я вам честно скажу, что самое сильное, вот, которое я почувствовал, как моя мама помогла, да, своей смертью, и поставила меня на духовные ноги, скажем так. Когда она сказала, что «Господи, меня возьми, а моих детей оставь». Перевернулся автобус в ущелье, она умерла, мы остались в живых. То есть я услышал эту молитву там, я увидел финал этой молитвы. Я понял, что жертвенную молитву слышит Господь. Это раз. Как Господь умер за меня и за всех нас на кресте и дал спасение, если правильно будем жить, да, с верой и покаянием, и так и моя мама умерла за меня. Это раз. Это был первый толчок Господу. Сильнейший толчок. Второй, это был преподобный Гавриил, потому что он такую любовь показал нам, что мы даже это не видели нигде до этого. И удивлялись, как это мы можем любить человека больше даже иногда, чем маму и папу. Стремимся все время быть рядом с ним, оказывается. В чем дело? Когда одна женщина сказала ему однажды, что «Ой, отец Гавриил, как я люблю тебя!» Меня любить это легко. Вот так любить
другого, как меня, это тяжело, говорит. Потому что от него благодать Божья прямо от обожествленного святого. Как от солнца лучи выходила, что нас не давало высшей радости, чтобы почувствовали у него, нигде не получали. Да, уже, а там понимали сердцем, все хулят, все говорят, что сумасшедший, пьяница, это, а мы видели, а мы чувствовали совсем другое измерение, которого нигде в другом месте такого не видели. Даже первый, когда я его видел в храме, он вошел как юродивый, оказывается, откуда я знаю, что такое вообще юродство. Воздел руки на небо и начал кричать: «Антихристы!» Ой, думал, КГБ возьмет, сейчас выдворит отсюда. Половина храма повернулся после молитвы, упали у него в ноги и благословение берут. Думаю, из кино ушел, в другое кино попал. Это храм, может быть, здесь киносъемка идет, думаю, где-то освещение искал. Нету киносъемки. Но человек продолжает кричать антихристы. По сей день не понимаю, почему он этого говорил, он тогда. И потом посмотрел на меня с такой любовью, все знал про меня. Мне стыдно стало, что его осуждаю. Тем более не знаю вообще, кто он такой. И пришел потом впервые у него дома. Подарил старую книгу «Молитва слов», старый грузинский бецами. И начал я изучать это и потом молиться через эту книгу. Поэтому вот второй главный толчок к Богу уже реально был через отца Гавриила. И он нам показывал, что Иисус Христос не только Господь первого века и второго пришествия, Он всю нашу жизнь рядом с нами. Если кто-либо живет во Христе, мы можем Христа увидеть в этом человеке. Даже что удивительно, что даже в грешных людях эти святые видели Христа. Это, то есть наверное, самое сложное. Это благодать крещения, наверное, который в нас, да? Это мы забываем про него иногда, да, не ощущаем как надо. А вот святые этого не забывают. Они видят в нас и Отца, и Сына, и Святого Духа, который скрывается за наших грехов в нас, не выявляет себя в таком качестве, как через святых выявляется, да? Но не оставил он нас после крещения. Но святые видят у нас этого. Есть такие слова у Иоанна Златоуста: «Проснись, христианин, ты сын царя». Проснись, христианин, ты сын царя. Да? То есть нужно просто пробудиться к духовной жизни. И пробудиться этот образ, который святые видят в тебе. Да, это интересно. А вот вы сказали, вот это можно сказать, что это чудо на самом деле, что вы остались живы. Наверное, это чудо. Конечно, по молитве 19 матери. лет Да, да. Но просто я хотел сказать, а еще, может быть, были какие-то в вашей жизни, ну, необычайные события, которые тоже, вот вы могли бы сказать, что тоже вы стали свидетелем, потому что иногда спрашивают: ну, где ваша вера? Ну, в чем она проявляется? Ну, вот вы приходите, молитесь, а где-то вот... Вот могу рассказать, допустим, на Афоне был у отца другого Гавриила, русского. И ему рассказал вот эту историю. Тогда я был в таком состоянии молодым, что где мама, точно не знал. Скучал, плакал и очень переживал, да? И рассказал эту историю. Тот отец Гавриил мне говорит: сынок, нету высшей любви, как Господь сказал, кто душу положил ближнего своего. Твоя мама у Господа, Царство Небесном. Мне так стало легко после этого, но началось такое чудо. В Виверском монастыре я взял около моря Ракушку. Ракушку. Ракушку, да. Потому что там это можно взять, допустим, грехом не считается. А у Афанасия Афонского в Лавре взял на горе шишку, где он посох ударил,
И тогдашние язычники увидели, что вышло перед их глазами дерево. Эту шишку взял, держу в руках, здесь держу ракушку, приезжаю с второго удела Божьей Матери Сафона, в первом уделе Божьей Матери, Иверия, на Грузия. могиле Матери. И что? Держу вот эти святыни, которые можно оставить на кладбище. Не все же можно оставить, а вот Да. эти можно. И что я увидел, знаете? Вот мама, которая мраморы, там фотография. На фотографии мраморы у мамы на лицо сидит ракушка, улитка сидит. И с этой стороны единственный шишка от елки, который там. И остальные шишки только в конце дерева. А здесь единственная эта шишка вот так качается. Здесь ракушка. Слушай, у меня дома в руках ракушка и шишка. Мама встречается, ракушка и шишкой. Все, значит, она у Господа. Значит, как сказал отец Гавриил на Афоне, тоже подтвердил. Это было для меня великое чудо. Показатель того, что слово старца от Господа через Евангелие прямо подтвердил моя мамочка, еще раз спас меня. И после этого у меня было абсолютное утешение, и уже мог спокойно о нем молиться. Хоть иногда в слезах, но без того непонимания, где Без она. уныния, да. Да, это самое сложное. Вот неверующий человек, да, как страшно, Господи, помилуй, наверное, когда он теряет кого-нибудь. Когда любимого человека теряет, что это? Значит, никогда по его размышлению, никогда его не увидит. Представляете, как он остается вообще в своем уме. Вот как плохо быть неверующим. Да, это да. Это страшно просто, да. Как я желаю, что пока люди живут на земле, чтобы постигли и уверовали Господа. Истинную веру, тем более православие. Потому что 2000 лет протяжения, единственная вера, у кого есть Бог именем, который умер на кресте, воскрес третий день, и потом ходит среди нас, между людьми. И кто живет во Христе, у него в сердце Христос. Потому Гавриил сказал, сохраняйте любовь до конца и спасетесь. Больше ничего не надо. Но трудно сохранять любви. Трудно. В этом вот враждебном мире. Да, к сожалению, да.